Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Песни под гитару» и я, Анатолий Длуцкий. Очень рад приветствовать всех, кто любит авторскую песню, ценит хорошую поэзию. Смотрите нас, слушайте, заходите на сайт www.3belarus.by и отдавайте голос лучшему, по вашему мнению, исполнителю. Меня зовут Андрей Быков, я приехал из города Борисова, я профессиональный музыкант, буду исполнять песни собственного сочинения. А сегодня я представлю вам автора-исполнителя Андрея Быкова. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, вы преподаете игру на гитаре, профессионально владеете инструментом. Несколько слов о себе, почему именно гитара? Так уж вышло, что мой отец с детства меня приучил к пению, к бардовскому. Он вообще турист, и с детства я с ним возле палатки, возле костра пели песни, уже тогда занимали какие-то места. Ну, тогда я только пел, и однажды приехал к нему знакомый армейский товарищ, и он играл на гитаре, по слуху любую мелодию сходу. Ну, я тогда влюбился, сам пошел в музыкальную школу, сам нашел себе преподавателя и начал. Родители помогали, конечно, спонсировали, ну что сделаешь. А не отец пел сам, нет? Пел немного, да. Да. С чего начнем? Начнем с песни. Какая песня, как называется, кто автор? Будет «Зарю петухи», автор это мой дядя, автор стихов, я автор музыки. Пожалуйста. Пусть твердят про земные грехи, пусть сомнениями нас беспокоит. Если женщине мы посвящаем стихи, значит, женщина этого стоит. Если женщине мы посвящаем стихи, значит, женщина этого стоит. Снова будят зарю поутру петухи, так уж мир беспокойный устроен. И мы женщине вновь посвящаем стихи, хоть порою ее и не стоим. Как бы ни был мир этот и плох, как бы всюду не ссорились люди, я поверить готов, что на свете есть Бог. Если Бог этот женщиной будет, я готов без конца поклоняться Ему. И когда поступлю я неверно, я любое тогда наказание приму. Только не отлучение от веры. Снова будят зарю поутру петухи, так уж мир беспокойный устроен. И мы женщине вновь посвящаем стихи, хоть порою ее и не стоим. Спасибо, замечательно. Андрюша, ваш дядя профессиональный поэт, я знаю, да? И вы писали, что именно благодаря этому обстоятельству у вас была возможность оттачивать мастерство, используя его стихи. Как на сегодняшний день ваш творческий тандем? Сегодня мы сотрудничаем, созваниваемся, общаемся. Я пользуюсь его стихами. Но он суровый. В этом да, смысле, он жесткий критик. Да. А свои стихи пробовали? Даже все, что я сочиняю сам, обязательно ему дает редактировать, чтобы это выглядело и... достойно. Да. Что вы сейчас поете? Я спою песню, которую сочинил на рождение своей дочери, Аленушки. То есть стихи будут ваши сейчас? С большей части моей. Пожалуйста. И посвящены вашей дочке? Дочке, да, и жене, которая... Замечательно, пожалуйста.
пою, мои родные, половинки дорогие, половинки дорогие. Я без вас, что сам не свой, с нетерпением жду домой, с нетерпением жду домой. Любимка, спасибо, спасибо за дочу. Люблю вас, конечно, люблю очень-очень. Спасибо еще за бессонные ночи. Спасибо за дочу, спасибо за дочу. Вы теперь мои цветочки, буду папочкой для дочки, будешь мамочкой для дочки. И скажу я гордо, прямо, вскоре мы услышим мама, мама, вскоре мы услышим папа. Любимка, спасибо, спасибо за дочу. Люблю вас, конечно, люблю очень-очень. Спасибо еще за бессонные ночи. Спасибо за дочу, спасибо за дочу. Отлично. Это ваша первая проба пера? Нет. Нет? Самое первое это было в школе. Ну, тогда все было не очень хорошо, но это было в школе. Ну, очень достойно, нежно так. Вы так тепло отзываетесь о своей семье. Ваши родные – это ваше вдохновение? Ну, в большей степени, да. Да. Что следующее споем? Спою, ну, тоже немножко, я бы сказал, семейного плана песня, колыбельную для детей. У меня же второй сын родился, вернее, второй ребенок, сын. Всего двое, уже да? Двое детей, да. И такую общую колыбельную сочинил, назвал «Плюшевые сны». Пожалуйста, стихи ваши. Да. Замечательно. Под редакцией дяди Александра Быкова. Да. Я пою тебе на ушко, баю-баю, спи. Ожидают под подушкой плюшевые сны. Ожидают под подушкой плюшевые сны. Мишка плюшевый и зайка сон твой берегут. Поскорее засыпай-ка, баюшки баю. Поскорее засыпай-ка, баюшки баю. Ждут тигрята в уголочке мишки и слоны. Снились, чтоб и сын, и дочка плюшевые сны. Снились, чтоб и сын, и дочка плюшевые сны. Закрывай свои ты глазки, завтра новый день. Я же плюшевую сказку подарю тебе. Я же плюшевую сказку подарю тебе. Ждут тигрята в уголочке мишки и слоны.
Снились, чтоб и сын, и дочка плюшевые сны. Снились, чтоб и сын, и дочка плюшевые сны. Бай-бай-бай, 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 бай-бай-бай. Очень хорошо. Очень. Как дети реагируют? Засыпают моментально? Ну, еще не моментально, но мы делаем так перед сном. Молитва, а потом она говорит песню. Пою песню, ну, потом чуть-чуть. И спим. А вот часто говорят, что музыку легко написать, да, и этому может научиться любой. На ваш взгляд, что необходимо, чтобы написать хорошую песню? Мне кажется, это приходит свыше. И мне кажется, ну, вообще, чтобы получился успех, наверное, нужна удача. То есть удача, и рука Божья. Божья рука. Но для этого надо быть стараться, готовым, конечно, надо конечно, быть. да. Надо... Но творчество нуждается в таком большом труде. Труд, да? Это очень непросто. Терпение и труд, все перед. Так, Андрюша, еще одна песня, пожалуйста. Жизнь — потрясающий миг, когда ты рядом со мной. Твой кроткий, сказочный лик всегда зовет за собой. Будь вместе со мной, так хочет душа. От счастья порой слеза на глазах. По жизни хочется плыть, в душе витает покой. Я буду вечно любить, лети как птица со мной. Стало радостно жить, сердца наши вместе слились. Любви, чтобы тонкую нить навечно нам сохранить. Будь вместе со мной, так хочет душа. От счастья порой слеза на глазах. По жизни хочется плыть, в душе витает покой. Я буду вечно любить, лети как птица со мной. Я буду вечно любить, лети как птица со мной, со мной. Хорошая очень песня, очень. Спасибо. Как-то вы больше раскрылись уже, более как-то так свободно. Андрей, я знаю, что вы к нашей следующей встрече подготовили песни исключительно на белорусском языке. Да? Да. Мы будем ждать с нетерпением. До встречи. До свидания. Спасибо. Дорогие друзья, следите за выпусками нашей программы. Заходите на наш сайт www.3belruсь.by. Отдавайте свой голос лучшему исполнителю. Это была программа «Песни под гитару». И я, Анатолий Длуцкий. До встречи.